А когда ты первые акции, так сказать, купил? Когда мне было 15 лет, и должно было исполниться 16 лет, я пришел на собеседование в представительство небольшой американской инвестиционной компании. Как так? Я не пойму. 15... Ну, что это за... Ну, собственно, вот как раз я пришел стажером работать бесплатно, и он дал нам офис, он дал нам много знаний, он дал нам доступ на рынок сам, и он давал нам долю прибыли, которую мы зарабатывали. Мы будем честны, как-то никто из нас там не разбогател, никто из нас там не заработал много денег из вот всей группы, которые присутствовали, но мы очень многому научились. Это был просто фантастический университет. Если бы тебя спросили закономерность, то, что ты стал таким богатым, $2 миллиарда, пишет Forbes, это закономерность все-таки или это все-таки случайность? Я не думаю, что это прям закономерность, честно говоря. Там доля случайности достаточно велика в этом во всем. Мы подняли много парусов, и в них подуло много попутного ветра. Было огромное количество развилок, где что-то могло пойти не так по разным причинам, у нас бы не получилось то, что получилось. Вот скажи мне, для того, чтобы добиваться успеха, бытует мнение, что должна быть какая-то среда вызовов. Приводят в примеры следующее, что вот в богатых семьях часто не случается ничего с такого выдающегося с детьми, а в небогатых, там, где, мол, вызовов много, вот случается. Как ты к этому вообще относишься? Это очень похоже на правду. Меня вперед точно гнал голод и страх, да? Наверное, если быть честным. Тут многие сейчас слушают рассказы тренеров, консультантов про создание пассивного дохода. Сдают деньги, буквально лишаются своих денег, отдавая их жуликам и проходимцам. В результате пассивный доход превращается в трагедию. Можно даже без жуликов. Можно даже без жуликов лишиться денег, в общем, совершенно законными способами. Кому надо отдать деньги? Надо просто очень много рисковать, на самом деле. Знаешь, есть такая отличная поговорка: все деньги нельзя выиграть, все деньги можно только проиграть. Когда ты повышаешь постоянный риск, то есть у тебя мало денег, тебе, соответственно, того, что у тебя, не знаю, есть $10 000, весь твой капитал. И ты имея $10 000 всего своего капитала, ты пытаешься, не знаю, придумать для себя, как заработать $1000 в месяц. Но, очевидно, это... Есть ли инструменты какие-то финансовые, которые могут обеспечить такой доход? Да их целая куча. Если ты не хочешь работать, будешь работать еще больше, в конечном счете. К сожалению, правда в том, что когда ты пытаешься, даже не за счет своих денег, а за счет денег банка, отдав их кому-то, кому банк бы их никогда бы не отдал, то есть банк их предпочитает почему-то отдать тебе за 20 с чем-то процентов годовых, а ты считаешь, что ты умнее этого банка и отнесешь эти деньги к каким-то другим ребятам, и эти другие ребята сделают тебя богатым так, чтобы ты смог уже никогда в своей жизни больше не работать. Люди, которые мечтают никогда в своей жизни больше не работать и получать деньги от того, что они такие хитрые, банк не догадался, а они догадались. К сожалению, всегда зачастую работают потом еще больше. Работать все равно и зарабатывать придется в конечном счете на работе или в своем деле, которое ты делаешь. Но не путем поиска каких-то волшебных людей, которые тебя сделают богатым. Никто тебя сделает не богатым, никто не придет к тебе, чтобы дать тебе денег, только отнять. 3 самых важных совета для начинающих инвесторов. Верьте в то, что вы делаете. Для того, чтобы верить в то, что вы делаете, в те компании, которые вы покупаете, учите матчасть. Пытайтесь разобраться в инвестиционном продукте до того, как вы его покупаете. Наберитесь терпения. Это супер-мега важно. Умейте ждать. Побеждает в инвестициях тот, кто умеет ждать. Будете пытаться заработать очень много, очень быстро, почти гарантированно все потеряете. Даже если до этого много заработаете. Это большое добро, с моей точки зрения, в целом. Ух ты! Давай попробуем о добре и зле поговорить. Давай. У нас нет в 20 лет, когда мы обзаводимся семьей, как правило, у нас еще нет возможности. Нам нужно покупать себе машину, нам нужно покупать себе квартиру, у нас появляются дети какие-то. Далеко не у всех есть возможность жить в родительском доме и желание, на самом деле. У всех хочется свою семью и свой дом заполучить. И ты воруешь свои будущие доходы, на самом деле, когда берешь ту же самую ипотеку. Но ценность этих будущих доходов в будущем гораздо ниже. Да, в 50 ты будешь зарабатывать в 10 раз больше, но деньги тебе нужны эти сейчас. 13%, которые я вижу, стоимость, это же очень много. И это очень большая кабала. Почему не надо бояться ставки в 13%? Потому что жилье за последний год в Алма-Ате подорожало больше, чем на 15%. То есть, условно говоря, ты купил актив, ты этот актив через год можешь продать больше, чем ты заплатил, дороже, чем ты заплатил, по сути, за аренду денег.
И цены на жилье в тенге, они росли всегда просто по мере обесценения самого тенге. У тебя за эти 15 лет, которые ты будешь выплачивать долг за свой дом, у тебя вырастет зарплата, на самом деле, просто в среднем. Если ты будешь делать все правильно, то твоя зарплата в течение 15 лет, она станет, во-первых, в любом случае больше из-за инфляции. Во-вторых, скорее всего, ты еще какую-то карьеру построишь, и у тебя она в реальном выражении тоже станет больше. И это то, что очень сильно, на самом деле, будет дисциплинировать тебя. У тебя такое обратное потребление, ты сначала купил, а потом на нее копишь. По сути, выплачивая эту самую ипотеку. И да, безусловно, ты переплачиваешь определенную часть процентов за то, что ты уже живешь в этой квартире, и она уже твоя. Но на второй стороне ты выигрываешь рост стоимости этого имущества, которое ты купил. Когда у тебя есть экономический рост, это точно хорошая идея. Когда у тебя нет экономического роста и нет роста цен на активы, то использовать дорогие кредиты для покупки на самом деле любого имущества, товаров, недвижимости – это большое зло. Когда твои доходы растут медленнее, чем ставка по кредиту, которую ты платишь, и ты финансируешь свое потребление этим, это почти всегда зло. Ну да, давай. Если доходы человека будут расти, я каждое «если» я предупреждаю, это вопрос, конечно, не нулевой вероятности, да, но мы знаем, что работодатели не всегда, так сказать, прислушиваются к словам Тимура по поводу роста зарплаты, да. Мне кажется, все достаточно давно известно, что финансовая грамотность низкая, и люди, когда берут долг на много-много-много лет и обслуживают его, то никакой квартиры у них нет, потому что тот актив, который якобы у них есть, он не их. Нет, он их. Он их, но он полностью заложен. Да. Поэтому по нормам, так сказать, чей он, я так скажу, он не их. Потому что если они пропускают хотя бы один платеж, и если два, то этот актив выставляется и моментально реализуется. Через год примерно, ну окей. Ну, нюансы такие, знаешь, сокращение, увольнение и так далее, то люди теряют квартиру. Да, они их выгонят из арендованной квартиры точно так же. Да.